награжден орденом мужества посмертно. Награда передается брату Арсамакову Аслану Абуизидовичу. Он пожертвовал собой, чтобы спасти мирных жителей, тем самым шагнул в бессмертие. Сасан Арсамаков принимал участие в специальной военной операции на Украине с самого начала. Погиб в феврале в боях за Мариуполь. 36-летний уроженец Ингушетии проходил службу в должности гранатометчика в 102-м мотострелковом полку Новочеркасска. Они достойно и храбро прошли свой путь мужчин, путь воинов, путь защитника родного Отечества. И вот эти ребята, они оставили после себя след мужества, след героизма. Они отважно защищали интересы своей страны. Высокую награду сына забирает мама Ибрагима Чапанова Асма. Указом президента России сержант-разведчик удостоен ордена мужества посмертно. Высокую награду орден мужества вручили и супруге капитана Салама Миржоева. 30-летний житель Малгобека геройски погиб 11 мая. Мужественно и сильно он боролся за мирную жизнь в стране, защищал национальную безопасность России. Был удостоен ордена мужества еще при жизни, когда лично обнаружил 2 замаскированные позиции врага, а также уничтожил 3 единицы вражеской техники, но до вручения ордена так и не дожил. Конечно, горд. Тем не менее, конечно, было бы лучше, чтобы он был живой и гордиться им. Все мы рождены, чтобы умереть. По крайней мере, если умирать так, как говорится, с честью, героически. Настоящие герои нашего времени. Своей отвагой и мужеством они доказали верность отчизне и до последнего храбро выполняли воинский долг. Малгобекский район, он всегда славился своими прекрасными воинами, жителями. Поэтому еще одно подтверждение тому, что наши боевые товарищи, офицеры, солдаты, сержанты, которые действительно показали себя с исключительной стороны. Память о погибших бессмертна. По поручению главы Ингушетии в республике проводятся работы по увековечиванию подвигов погибших военнослужащих из Ингушетии. Так, во всех учебных заведениях, которые они окончили, установлены памятные стенды. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.